Здравствуйте, с вами новостная служба Центральноазиатского телеканала. В студии Андрей Рябченко. И сегодня в программе. 20-летие нейтралитета, строительство ТАПИ, примирение Турции с Россией и международный терроризм. В Туркменистане президенты поговорили о наболевшем. Бывшему премьер-министру Казахстана дали 10 лет с конфискацией имущества. На таджикских торговцев цветами в России совершили нападение белорусы. После жестокого избиения в Волгоградской больнице в критическом состоянии находится гражданин Таджикистана. В Душанбе сотрудник обменного пункта повесился из-за штрафа Национального банка. В Кыргызстане начали сносить незаконные заборы. Владельцы бросаются на милиционеров с кулаками. В субботу и воскресенье в Ашхабаде проходили масштабные торжества, посвященные 20-летнему юбилею нейтралитета Туркменистана. В центре конгрессов, это роскошный туркменский дворец для принятия высоких гостей, собрались главы Афганистана, Белоруссии, Хорватии, Грузии, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Турции и Узбекистана. Компанию им составили еще около 70 делегаций стран мира и международных организаций. Самых почетных гостей на дворцовом пороге встречал лично Гурбангулы Бердымухамедов. Салам алейкум! Алейкум ассалам! В центре повестки дня вопросы безопасности в Центральной Азии, в том числе от угрозы, исходящей от Афганистана, и угроз уже самому Афганистану. Как бы ни складывалась ситуация в Афганистане, нет другого решения афганской проблемы, кроме одного – это мирные политические переговоры между основными противоборствующими сторонами под эгидой ООН, заявил президент Узбекистана Ислам Каримов. Сегодняшнее положение дел в соседнем Афганистане можно охарактеризовать как вялотекущее противоборство противостоящих сил, в основном правительственных войск и радикального движения «Талибан». Усугубили положение форсированный вывод военного контингента международных сил содействия безопасности, а также последующее сокращение внешней финансовой поддержки Афганистана. И закономерный результат, который мы видим, образовавшийся вследствие вывода иностранных войск в вакуум, в этой стране уже заполняется теми агрессивными террористическими группировками, которые вытесняются из региона Ближнего Востока. Пора понять, что все мы, образно говоря, находимся в одной лодке. Попытки сильных мира сего обеспечить собственное благосостояние за счет других стран и народов ведут непременно в тупик, откуда трудно выбираться. Сегодня все зависит от всех. И если полыхнет в одной части света, то мгновенно аукнется и в другой. И если мы допустили где-то ошибки, надо их уметь признавать. И, как говорил уважаемый президент Узбекистана, признав их, найти в себе силы, пойти на уступки и компромиссы для того, чтобы сгладить ситуацию. Ошибки в этом бурном мире неизбежны. И их надо не нагнетать, а решать. Простите меня, это касается и последнего конфликта между нашей Россией и дружественной нам Турцией. Надо преодолеть всякие нагнетания страстей и найти возможность сделать для начала хотя бы полшага навстречу друг другу, и проблема решится. В контексте борьбы с угрозами Валентина Матвиенко предложила создать новый Нюрнбергский трибунал, международный судебный процесс над террористами и их пособниками, который бы способствовал предотвращению финансирования и снабжения оружием человеконенавистнической деятельности. Отдельная тема ее встречи с Гурбангулы Бердымухамедовым – урегулирование вопроса бипатридов, российских граждан, проживающих в Туркмении. Ранее Ашхабад в одностороннем порядке расторг соглашение о двойном гражданстве с Россией, и почти 10 тысяч человек живут сейчас едва ли не на положении нелегалов-иностранцев. Сразу хочу сказать, что межпарламентские связи надо все-таки, да, вам, я имею в виду, в принципе, всем нам уделить большое внимание, почаще встречаться, потому что время такое, пусть идет на опережение. Это я вам жалуюсь, а в принципе наши законодатели, они опаздывают от правительства. Поэтому надо почаще встречаться.
Глава Совета Федерации пояснила, что проблема с бипатридами возникла из-за того, что туркменская сторона полагает недействующим подписанный в 2003 году и не ратифицированный российской стороной протокол о двойном гражданстве. На этом основании Ашхабад не признает за проживающими в Туркмении россиянами право на двойное гражданство, полученное после 2003 года. Мы убеждены, что это в основном люди в пенсионном и предпенсионном возрасте. Им нужны оба паспорта, чтобы беспрепятственно въезжать в Россию, например, к пожилым родителям. Они считают себя гражданами Туркмении, вправе получить туркменский паспорт, в то же время по объективным причинам не могут отказаться от российского гражданства, подчеркнула Матвиенко. Киргизские и белорусские президенты во время конференции взялись мирить Россию и Турцию. Хотел бы полностью поддержать призыв моего коллеги, президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко к Российской Федерации и к Турецкой Республике остановить эскалацию напряженности в двухсторонних отношениях, восстановить те добрососедские, партнерские, дружеские отношения, которые были до недавнего времени у этих двух близких нам, братских нам стран. Еще одно важное событие – запуск строительства международного газопровода ТАПИ, то есть Туркменистан, Афганистан, Пакистан, Индия. Протяженность ТАПИ составит около 1800 километров. Его ветка пройдет с юго-востока Туркмении в Афганистан, затем между афганскими городами Герат и Кандагар в Пакистан и в итоге достигнет индийского штата Пенджаб. Мощность газовой магистрали превысит 38 миллиардов кубометров газа. 773 километра трубы пройдет по территории Афганистана. Кабул уже заявил, что создаст специальные войска для защиты газопровода. Прозвучало это на фоне сомнений Пакистана, который готов даже сам надавить на талибов, чтобы обезопасить ветку. Потеряет ли Россия с вводом ТАПИ индийский, пакистанский и даже в перспективе турецкий рынок? Насколько реальны перспективы строительства газопровода в не самом спокойном месте планеты, рассуждал эксперт. Никак не скажется ни на позициях России и российского газового рынка, ни на позициях Туркмении и туркменского газового рынка. Никак не скажется. По простой причине, что этой трубы в ближайшее время не будет. Не открылся проект. Он много раз публично и с помпой объявлено о начале строительства трубы. И этой трубы не может появиться по простой причине. Труба предполагается с участием Турции, которая вовлекается сейчас в очень крупные войны. И войны связаны не только с ударом по российским воздушно-космическим силам, но в первую очередь войнам, связанным с созданием Курдистана, с переменой позиции Америки, которая начинает бить исламское государство, что означает и удары геополитические, и достаточно жесткие по спонсорам исламского государства, по Турции, по Саудовской Аравии, Катару и Пакистану. И переходим к новостям менее международным. В Казахстане суд приговорил к 10 годам реального срока бывшего премьер-министра республики Серика Ахметова. Кроме того, все его имущество подлежит конфискации. По уголовному делу всего проходит 21 человек, бывшие чиновники и крупные бизнесмены. В зал суда Серик Ахметов приехал под охраной, но из дома. Арест после оглашения приговора произвели прямо в суде. Бывший премьер Казахстана признан виновным в хищении бюджетных средств, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Еще одного громкого фигуранта, бывшего акима Карагандинской области Бауржана Абдишева, приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать государственные должности в течение 5 лет. Приговор экс-премьер-министру зачитывался более 3 часов. Впервые в истории независимого Казахстана в тюрьму посадили столь высокопоставленного чиновника. В час оглашения приговора не обошлось без происшествий. В ожидании начала суда над бывшим премьером пострадали люди. Когда Ахметова доставляли в зал суда, на балконе входа в здание суда случилась давка. Были сломаны перила балкона и несколько человек упали с некоторой высоты на землю. Одну женщину увезли в больницу скорая помощь. А далее коротко о других актуальных событиях Центральноазиатского региона. В
В Кабуле террористы атаковали защищенный квартал, где расположены посольства и правительственные учреждения. Нападение началось с подрыва террористом-смертником заминированного автомобиля рядом с гостевым домом. Это позволило 3 боевикам занять позиции и открыть огонь по силам безопасности. В итоге более десятка погибших, среди которых гражданское население и иностранные граждане. Атака отбита. Сумма ущерба, нанесенная землетрясением в Таджикистане, превысила 24 миллиона сомани, или более 3,5 миллионов долларов. И это информация только по Рушанскому району, в котором полностью разрушены свыше 200 домов и 832 дома пострадали частично. Накануне 142 жителя Бартанга были эвакуированы в районный центр Рушана 2 вертолетами. Договоры на 10 миллиардов долларов подписаны по итогам 3-го заседания Казахстанско-Китайского делового совета. Соглашение подписано в ходе официального визита премьер-министра Казахстана Карима Масимова в КНР. Расходы Таджикистана на военные нужды за последние 7 лет увеличились более чем в 2 раза. С 50 миллионов долларов до 104 миллионов долларов свидетельствуют данные Стокгольмского института исследования проблем мира. Власти казахстанского города Шымкент приняли решение отказаться от новогоднего оформления города, передав высвобожденные средства в качестве единовременной помощи сиротам и малоимущим семьям. Деньги будут потрачены на зимнюю одежду для 5500 детей-сирот и малоимущих семей. В подмосковных Химках 2 брата-таджика занимаются продажей цветов. Накануне почти в 10 часов вечера 3 неизвестных ворвались в их магазинчик и избили до полусмерти младшего брата. Избитый сумел дозвониться до родственников, которые не только вызвали ему скорую помощь, но и сами скрутили нападавших. Нападавшими оказались также мигранты, правда, из Белоруссии. По данным движения «Таджикские трудовые мигранты», для них это уже не первое нападение на киоски в районе, но каждый раз полиция их отпускала. Пострадавшего доставили в больнице на скорой. Через некоторое время он вызвал родственников. Оказалось, что раненого положили в коридоре на стол и отказывались помогать, пока он не заплатит. Приехавший брат оплатил медицинские услуги, и только после этого человеку с черепно-мозговым сотрясением и кровотечением оказали помощь. Мы вызвали милицию, и когда они приехали и увидели моего брата, сразу сказали, что у них есть подозрения на определенных людей, и попросили меня поехать с ними, чтобы написать заявление. Я поехал в отделение и ждал ровно 4 часа для того, чтобы приняли мое заявление. После этого мне позвонил брат, которого увезла скорая, и сказал, чтобы я приехал за ним, что он замерз. Когда я поехал в больницу и увидел, что он там совсем один в холодной комнате, весь в крови, он лежал никому не нужный. И еще одно происшествие с мигрантами в России. В воскресенье в социальной сети Facebook была распространена фотография гражданина Таджикистана, который попал в клиническую больницу Волгограда со следами жестокого избиения. 42-летний мужчина попал в больницу не только со следами избиения, но и с остатками наркотических веществ в крови. Так, во всяком случае, утверждают врачи. В посольстве тоже подтвердили, что несколько дней назад гражданин Таджикистана находился на лечении в наркодиспансере. По некоторым данным, его в таком же состоянии вывели из поезда по его прибытию. Было это 3 ноября. Подробнее о ситуации с места события в комментарии координатора Международного правозащитного альянса Анатолия Болтыхова. Первоначальная информация ко мне поступила по линии правозащитного центра, что избитый человек лежит на полу в коридоре больницы, ему не оказывается помощь. Эта информация подтвердилась частично. Действительно, он лежит в коридоре, но не на полу, он на кушетке, вернее, отделенный какой-то ширмой, и лежит, скажем так, на креслах, или как, скорее кресло какое-то, не кушетка даже. Вот. Он не избитый. По информации, которую я получил от врачей, его привезли в состоянии наркотического, то ли шока, то ли еще чего-то. Он болен, помимо прочего, как мне удалось узнать, гепатитом С, и, я так понимаю, сопутствующее, скорее всего, это ВИЧ или СПИД. Помощь, он лежит не в травматологии, а в терапии. Вот. Пытались его положить в палату, но, сами понимаете, у наркоманов весьма специфическое поведение, и, я так понимаю, наверное, у него была ломка, поэтому в целях безопасности его как бы в коридорчик перевели. Несомненно, мое личное мнение, я думаю, он умрет, если за ним не будет должного ухода. А должный уход, он 3 недели лежит, это, скорее всего, должны осуществлять родственники. По моему мнению, государство Таджикистан должно заботиться своим гражданином, несмотря даже на то, что он наркоман, и доставить его на свою родину.
Очевидно, что и среди мигрантов попадаются разные личности. Кто-то законопослушен, кто-то нет. Тем не менее, в сложную ситуацию могут попасть и те, и другие. Что делать мигранту в России, если он попал в больницу? На какую помощь он рассчитывать может, а за что все-таки придется платить? Граждане Таджикистана и других республик здесь нужны, вы не обижайтесь. Я считаю, высказываю свое мнение, в качестве рабов. Пока они здоровы и могут работать. В 2013 году был вопиющий факт, когда 4 гражданина, не буду называть страну, ну также с юга приехавшие, они просто замерзли в вагончике, их потом нашли, извините меня за подробность, во враге, потому что фермер пришел, увидел, что они они ждали от него зарплаты, резко ударили морозы. И никто ими заниматься не стал. Я считаю, что это узаконенное рабство. Потому что по международным законам, когда человек работает, но не получает зарплату или оплату за свой труд, это рабский труд. В Душанбе повесился в собственном доме владелец одного из обменных пунктов. По некоторым данным, причина в том, что Нацбанк наложил на него штраф в размере около 18 тысяч долларов, при том, что весь оборот его операционной кассы не превышал 15 тысяч. Родственники Алихона Азимова предполагают именно такую причину совершения суицида. Официальные органы, начавшие расследование, хранят молчание. По данным Азади, точные причины, побудившие коммерсанта свести счеты с жизнью, неизвестны. Однако трагедия произошла сразу после того, как закрыли его пункт обмена валюты и наложили штраф в размере 120 тысяч сомани. В предсмертной записке мужчина попросил продать его дом и раздать все долги. У него осталась вдова и 4 детей. За несколько дней до трагедии обменный пункт проверяла прокуратура, которая не нашла никаких нарушений. Однако во время проверки в операционную кассу вошел человек, которого знал умерший, и попросил передать кому-то деньги. Проверяющие сочли это попыткой обмена сомани на доллары, что, согласно последнему решению Национального банка, запрещено делать в частных обменных пунктах. После этого на мужчину наложили штраф почти в 18 тысяч долларов. После того, как сомани начал стремительно обесцениваться по отношению к доллару на рынках, Нацбанк Таджикистана принял решение о закрытии всех пунктов обмена валюты. После были проведены массовые рейды, в ходе которых около 40 сотрудников операционных касс были наказаны штрафами в размере от 8 до 10 тысяч долларов. В минувшую субботу около 60 валютчиков собрались у здания Нацбанка в Душанбе, чтобы донести проблемы до властей. Руководство Нацбанка заверило их, что пункты обмена валюты, возможно, вновь откроются с Нового года. Сегодня в бишкекском микрорайоне Дастук, что переводится на русский язык как «дружба», прошли бои местного значения между правоохранительными органами, которые пришли сносить незаконно построенные заборы жилых домов, и местными жителями. Самыми ярыми защитниками собственности были женщины. Жители утверждают, что все дома построены законно на основании соответствующих документов. Однако некая частная фирма, войдя в сговор с местными властями, пытается отобрать их участки. Местные органы власти утверждают, что дома и заборы построены без разрешений. И вскоре сносить придет очередь не только заборы, но и сами дома. С вами была новостная служба Центральноазиатского телеканала. Мы говорим то, что иные предпочитают умалчивать. До свидания.